Турнир проводит региональное отделение Всероссийского общества слепых, которые выиграли президентский грант. Чемпионат объединил команды из Карачаева-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской республики, Северной Осетии, Алании, Дагестана. Конечно, участвует и Ингушетия, она хозяйка турнира. Гости сразу спешат поделиться впечатлениями о гостеприимстве нашего региона и отмечают при этом высокую организацию соревнований. Организационные моменты проходят на высоком уровне. Мы не первый раз ежегодно приезжаем по приглашению. Нам очень здесь комфортно и нам очень нравится. С недавних пор, несколько лет назад, я как втянулся в общество слепых, узнал, что есть спортивная секция по настольному теннису «Шоудаун». Соответственно, тоже начал заниматься и вместе с ребятами выезжали на чемпионаты России, СКФО и делаем то, что мы можем. Присутствие на турнире олимпийского чемпиона Хасана Халмурзиева – это особый статус. Олимпиец отмечает, что этот чемпионат становится важной вехой в развитии адаптивного спорта на Северном Кавказе и открывает новые возможности для спортсменов с ограниченными возможностями по зрению в регионе. Настольный теннис – зрелищный и динамичный вид спорта, который требует от участников высокой концентрации и мастерства, несмотря на трудности с потерей зрения. Событий, мероприятий, поддержки в любом случае азмала ухакак эго поддержки в любом случае организовать поддержать Также на мероприятии присутствовала председатель Общественной палаты Республики Ингушетия. Лейла Амирханова отмечает важность подобных спортивных событий для социальной интеграции и развития инклюзивных программ в республике. Знаменательно, что в этом году Всероссийская организация слепых отметила вековой юбилей. Это показывает и говорит о том, что независимо от ограничений, каждый человек нуждается в физической активности. Если общество слепых, люди слепые начинают заниматься вот этим спортом, никто не должен оставаться без движения. Это еще и еще раз подчеркивает, что они такие же, как и мы. Они должны чувствовать себя востребованными. Соревнования будут проходить в два этапа. Это личное и командное первенство. Всех участников планируют поощрить памятными призами, а победителей – кубками, грамотами и медалями. На время чемпионата обеспечено справедливое судейство. Наш проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и регионального министерства спорта. Я бы хотел выразить признательность за поддержку, за возможность развивать адаптивный спорт и за возможность расширять наши партнерские связи. В сентябре планируется проведение чемпионата России по настольному теннису среди слепых и слабовидящих. И нынешний турнир служит важным этапом подготовки региональных команд к всероссийским стартам. Адам Гуражев, Абдулла Тангиев, Магаз 24.